Людички, всем привет. Вот, я увидела Знаете что, она приходит ко мне и говорит: мам, посмотри, что я сделала. из А ты это из ТикТока. чего вырезала? Из чего? Ага. От моей сумки, которую мне дали в садике. А что ты сделала? Скажи, что это такое? Смотри, это будет такой закрыватель для глазов, которая, когда будет солнце, не светило на глаза. Это такой лайфхак, да? Да. А, Нужно такими полосками. веревочки, да? Да, веревочки от маски. Угу. Завязать на них, сделать такие маленькие дырочки, как кружочки. Сделать, завязать, а потом наложить на уши. Угу. А И потом- когда утром спишь, чтобы солнце в глаза не светило? Да, вот так. А, Розовый цвет. Ой. Мой любимый розовый. И тоже нельзя, и тоже не покупать. И покупать не нужно? Все очень просто, да? Да. Ой, спасибо. Я это не с ТикТока, а просто сама придумала. Да? Да. Да, ты очень, оказывается. А у вас есть тогда маски? У людей нет, они сейчас все уверены, они сейчас все начнут маски делать. Все буквально. Все до Вот единого. так, и еще они вот так могут открываться. А завтра Висхан приедет. Да, я ему покажу. И садик светлый. Ты бы ему такое дала, чтобы он в армии, когда спал, чтобы его солнце не будило. Ты бы ему сделал, только не розовый. Наверное, скорее всего, темно-зеленый, может, как цвет Висхана форма. Знаешь, военная форма. Но у меня же нет такой сумочки. Ну, так может там какая-то, я не знаю, может быть, какая-то старая футболка такая, не порватая, зеленая. С нее можешь так вырезать? Ну да, можно. Если кому надо, поговорите мне. Да, У заказывайте. меня есть ножницы. Он взяла сумки, взяла. Да? Играла. Я не понял, ты что, накрасилась? Нет. Как нет? Я вижу, накрасилась. Где? Губы накрашены. Это они мне сильно красными стали. Сами Когда по на себе. море сгорело. На море загорело, понятно. Так, а я смотрю, что и щечки, как мы, как будто мышку окунули в муку. Вот, смотрите. Софиш, а ты это, подпудрилась, да, немного? Да. Кис, а у вас есть маски, которые... У меня ножницы уже не надо, но мне нужны маски. Где твой ободок? Я ж тебе челочку не хочу обрезать, подрезать больше. Я хочу, чтобы она у тебя отросла. Как Для... это? Ну, чтобы она вот такая была туда-назад, вместе с волосами, чтобы волосы были погуще, и вообще не нужна челка, на глазки Я лезет. сейчас уберу. Я тебе купила ободок красивый. Куда ты его делала, скажи? Я его никуда не девала. Он под навесом. Анжела убирала, я тут при чем? Да ты вообще никогда ни при чем. Вот, еще... Анжела нам что спекла сейчас? Пирог! Ты кушала пирог? Еще. Ты кушала? С чем? 2 2 кусочка. Вкусный, да, пирог? с тестом. Угу. Тесто по низу было. Ай, шея. Болит? Когда я делаю так, сильно болит. И что у меня там происходит, когда я делаю так, а потом вот так? Может, ты отлежала шейку? Может, ты ночью неправильно лежала, когда спала, может быть? Ну я ж вот так лежала и не порвачивалась. Ну, хорошо, толстушечка. Наверное, долго лежала здесь. Скорее всего, да, так и получилось. Киса, где мы возьмем 2 Ну, веревки? ты же сама себе хвостик сделала. Где он Да. сейчас? А где он сейчас? Уже нет. У Бекана есть. У него украду. Кого? Маску. Маску? А ты хочешь с маски это повязочки, да, взять? Да. А где он есть, кстати? А где он? На работе. Кто? Папа. А ты что-то ему заказывала, что он купил, я слышала. Куклоло Барби Угу. с домиком. Угу. Еще что? Еще много сладостей. Да, нет. Людички, а вы знаете, что уже у нас Новый год будет? Так и у людичек будет, у всех же будет Новый год. Киса, когда Новый год? Хоть бы он принес всем людичкам счастье, здоровье, Кто? Новый год, и чтоб не было войны. Ты хотела сказать Дед Мороз. Ну да, чтобы он принес всем людичкам счастье. Давай напишем письмо Дедушка Мороз, скажем, Дедушка Мороз. Сегодня еще не зима. Не, ну так много людей будут писать.
Он же должен все это прочитать, прежде чем исполнить наше желание. На это же время Кит, а нужно. откуда он подарки берет? Из У лесу. него ж палочка волшебная. Он уже в лесу сейчас, он сейчас уже начинает, уже детки многие написали. Нужно написать, Дед Мороз, сделай так, чтобы не было войны, чтобы все людички были здоровы, счастливы. Давай напишем так. Мгм. А зачем мы тогда веса направили в армию? Как? Каждый мужчина должен пройти службу. А что веха не ходит? Но он уже прошел, он же уже, когда молодой был, тогда был в армии. А он сейчас какой? Ну, такой. Толстый? Нет. А какой? Ну, такой. Такой. Средних лет, скажем так. Какой? Средних лет. Кто такой хлеб средних лет? Значит, не маленький и не старый, и не молодой такой, средний. Старше Анжела, он и так похож? Угу. Когда молодая, он молодой немножко, да. Угу. Но немножко, вот такая пуза. Не такая, нет, вот такая у него. У тебя пузо больше, чем у него. У него ж вот такая, а у меня вот такая. А ты какая, молодая или какая? Не стоит это смотреть. Я бы делала себе сердечки. Ну так в чем проблема? А может, пойду и сделаю? А ну-ка. Делаю. Сейчас покажу, как я этого делаю. А куда ты сердечки? Для чего? Вот так, просто буду делать сердечки. А ну-ка, а ну-ка. Смотрите, маска для сна собственного производства. Так это зачем маску, не поняла? Чтобы солнце не светило утром. Ты сама сделала, да? Да. Нет, мой папа сделал. Так ты что же резала? Ну-ка, покажи. Ты что сама вырезала? Ну, это папа, ты с папиной маски, да, взяла? Да, он мне дал. Ага, А это что, папина было? Угу. Юрца не закрыть, я. Ножки закрой. Оставь. Вот так, да. Угу. Так что, покажи как людичкам, для чего эта маска? Это ж ты придумала так сделать. Ты где-то для чего эта маска служит, как ней пользуются, ты ж расскажи. Ну когда солнце светит, Утром, да, то есть? да, Угу. она сразу глазам печет. Как-то светит. Утром солнце в глаза печет. Да. Угу, понятно. А если мы наденем, то почувствуем, что еще ночь. Да, так мы тогда будем целый день, получается, спать. А вы меня разбудите? Мы скажем, Софичка, вставай, ты скажешь, не, еще ночь. Скажу, да. Ну давай, ты же покажи, как ты ложишься, одеваешь, чтобы людички увидели, они, может, закажут, чтобы мы наладим тогда производство. А куда я сплю или не сплю? Мы думаем, что ты спишь. Нет. Нет, да? Софишка. А я царь, удержите. От скуки, наверное, мы тут бы с ума сошли. Yes. А когда ты мне подаришь уже? Я хочу с тобой спать. Я же тебе эту кроватку для принцессы купила специально, с короной. На таких кроватках же принцессы спят. Кит, а скажи, что тебе нравится из машин? Так накрывайся одеялком, накрывайся. Бывали Мерседес и лампа. Мерседес. Почему? Ну, не знаю. Потому что она гелик. Ну, гелик это другая машина, Мерседес это совсем другая. А ты какую лампу выберешь? Может быть, Лада. Все, давай. Что нужно говорить? Так, все. Бисмиллахи. Я скажу их 10 раз, потому что я хочу, чтобы мне приснился мимимишки, как я в мимимишках. Реально. Давай, как ты будешь говорить? Еще рано говорить. Ну, говори, как ты ложишься спать, как надо говорить, ложись. Бисмиллах рухбархи, субхаллах, абдуллах, илаха, Аллах акбар. Бисмиллах рухбархи, абдуллах. Как это было?
Бисмиллах рахмани Субханаллах, хамдулилlah, ла илаха илlallah, Аллаху акбар. Надо мелешь, ты слишком быстро говоришь. Это ж Аллах тебя слушает, когда ты говоришь, нужно же потихоньку. Бисмиллах рахмани. Короче, я не хочу мимить. Я просто буду бисмиллах рахмани Субханаллах, хамдулилlah, ла илаха илlallah, и все. Ну все, весь толдел, даешь так, ладно? Все, одевай масочку. Кис, подожди, мне нужно... Я думала, вы про зоопарк говорите. Я отсюда, тик. Кис, стоп, ты мне после Орела обещала поехать в парк. В какой парк? В парк. Кис, здесь кто живет в этом паровозе? Там живет папайника живет. На улице. Друзья, у нас уже вечер. Выбила Пожалуйста, не мешай мне работать. У нас уже вечер. Это вы уже видео, наверное, смотрите на второй день. Ой, тот день вечером, как мы были, отдыхали с Висханчиком. Висхан приехал домой, да. Что там, дякую, Сарія? Все, Ир. Ти ж так от... Людички. Все, на связь. Людички. Говори. Я видела самолет. Хорошо. Мы уже дома. У нас начинается ремонт в бабушкиной комнате. Сейчас Висхан... А? Свекровь? Все, девочки, сейчас паласы все повыносили. Кровати, все это будем выносить, диваны. В общем, знаете что? Шторы, тюли, все это будет меняться. Да. Софишка, ты что, Висхану помогаешь, да? Да. Все, обои я сюда в эту комнату купила. Паласы все это выносим. В общем, знаете, тут такой момент. Здесь, я говорю, когда я говорю, что? Сейчас что здесь будет происходить? Все это мы вынесем. Потом убирается этот линолеум. Хотя он нигде не порватый, ничего, но... Мы его скрутим, он может еще понадобиться в хозяйстве. Он нигде не порватый. Дальше что нужно будет делать? Убираем этот линолеум. И у нас здесь в Чечне есть такой момент, приезжает машина и готовый раствор, либо нужно будет купить цемент, они, короче, все это делают. И ровно нужно залить пол вначале. Перед тем, как положить сюда ламинат, нужно аккуратно его залить, пол. Значит, пол заливаем, да? Я говорю, пол заливаем, он высыхает. Говори. Кис, я буду выбирать обои, потому что я бабушкина внучка. Что? Я буду выбирать обои, потому что я бабушкина внучка. Ну так мы же уже выбрали, мы купили обои. Кстати, вот эти обои, что бабушки купили, они очень похожи на те тюли, которые будут в этой комнате. Очень подходят. Вот эти? Да нет, это те, что у нас остались. Эти нет. Это те, что мы бабушке купили обои. Они подходят под те, что которые будут шторы в комнате. В общем, вот такие вот дела. Эти шторки, все это будет убираться. Далее, это шифонер, кровать, все мы отдаем людям, которые, скажем так, нуждаются, которые строят дом, а пока живут в таком стареньком доме, да, скажем так. Мы отдаем мебель, они приедут, мебель заберут, все это сюда будут новое покупать. Я что хотела? Сейчас это все залить, да, в первую очередь, пускай оно высыхает. Потом приходит женщина, клеит обои. Вот. Тем временем мы едем, покупаем ламинат. Супруг сам будет класть его. Кстати, Висхан, было бы хорошо. Пацавел Гарри Папин, года на вас, Харвар. Халханджи Лерцин, годишь. А что мне
не помогает Висану. Он и так уже наработался. Он устал, он же с рейса приехал, не отдыхал. Пускай Висхан немножко папе поможет же. Ладно? А потом он с ним. Мгм. Ну, в общем, потом, значит, смотрите. Мы сюда постелим ламинат. Ламинат. Потом шторы и тюли, бабушка сказала, что не нужно это самое, покупать новые. Я в ту свою, в дальнюю комнату недавно же себе покупала, им год примерно. Она говорит, мне не очень нравится. Мне можешь повесить их сюда? Я говорю, да какие проблемы? Она говорит, зачем зря тратить деньги? Они красивые. Да, они красивые, но они мне надоели. Так как я делала ремонт, я уже захотела, чтобы были под цвет. Под цвет обоев. А так как у бабушки вот эти будут подходить с ними, то ну, как бы вот так вот. А эту мебель, тумбочки я покупала, у меня еще дети были маленькие, наверное, Анжела в 4 класс ходила, когда тут шифоньер большой, эту кровать, тумбочки, комод был. Вот, много лет она прослужила, конечно, хорошая кровать, мебель хорошая была. Ну, в общем, дальше. Потом снимаем этот ковер, его я отдам на стирку. Вот, потом, что тут происходит, в общем, полы залитые, да, обои женщина поклеила, купили ламинат, супруг, ну, положит ламинат. И потом, как он положит ламинат, потом нужно измерить будет расстояние, потому что пол по-любому уже поднимется, правильно? Потом померить расстояние и уже эти шторки подшить по размеру этой комнаты, так как моя комната и бабушкина, возможно, ну, разные размеры просто. Висхан, бедный, домой приехал, работать приходится, да, Вискас? Ну ничего, Висхан, тебе Аллах воздаст. И это самое. Ну и тогда я поеду за мебелью. Мебель, значит, сюда. Как мы хотим. Значит, палас, когда постираем вот этот ковер, извиняюсь, его-то уже не будем на стенку вешать. Это уже прошлый век. Ну, бабушке так хотелось. Хотя уже их, ну, не вешают. Сейчас на стенах нет ничего. Будут обои и все. Его на пол на ламинат, где-нибудь посередине, да. Далее мебель не будет браться комплект, а будет делаться так. Будет отдельно, я возьму кровать такую, ну, не белого цвета, а вот как вот у меня кухонный гарнитур, как моя спальня, мебель, примерно такой цвет, да, вот молочный, ну, как бы такой. Кровать отдельно будет браться. И сюда, ну, эта стена, говорят, она 7 метров, ну, хотя бы 6 метров я хочу заказать шкаф-купе. Почему? Потому что я хочу, как бы, чтобы в этой бабушкиной комнате была наша общая, это самое, как сказать, забыла, гардеробная. Так как у нее раньше был этот маленький шифоньер, тут особо, ну, что поместится, да? И у нас вещей полно. А вот так вот, когда гости приезжают, туда-сюда эти вещи таскаем, одеяло там, я не знаю, подушки, комплекты, пледы, все это. Это все очень сложно. Я хочу заказать под размер большой шкаф-купе, чтобы, знаете, вот одна, примерно, вот смотрите, примерно от этого я говорю, нет, я скажу, потом ты скажешь. Примерно вот отсюда, к примеру, да, и вот до отсюда, да, чтобы эта часть шкаф-купе была, допустим, чисто там одеяло, наверху подушки, все новое, вот все новое. То, чем мы пользовались, я хочу перестирать и, может, кому-то отдать нуждающим или как-то там. Все новое заказать, послаживать там наверху подушки, дальше одеяло, там комплекты, там пледы, да, какие-то комнатные тапочки, там, допустим, да, вот это одно отделение. Вторые отделения, прям большое сделать, именно вот это вот для вешания, для вешалок, куртки, шубы, Софишкины вещи, я не знаю, там, костюмы, платья, все это, чтобы все вот это висело, потому что и бабушкины куртки, там, какие-то кофты бабушкины, наши, чтобы это все было в одном шифоньере, да, а также там, ну, отдельно потом бабушкины вещи, там, да, вещи там ее какие-то там, у нее там вот это вяжет она, нитки там тоже, ну что-то вот так. Но суть дела в том, что обувь какая-то послаживать зимняя, да, в каких-то нижних ящиках,
чтобы все это было как вот гардеробная, чтобы когда гости приедут, да, ну, чтобы не таскать вот сюда, бабушки приезжают там, например, мои заловки с дочками, с внучками, им вот ложиться приходится это. То тут раз открыл шифонер, все, гостям постелил все, что надо, и все, всем легко и просто. В общем, вот такие вот дела. Ну, а этот диван, скорее всего, наверное, поставим вот сюда. Здесь будет диван. Можно сказать, на всю стену будет шкаф-купе. Телевизор останется на том же месте. Только тумбочку я бабушке подарила свою. Так как мы телевизор свой повесили на стенку, нам уже тумбочка эта не нужна. Ну, в общем, все, что будет дальше происходить, как бы будем все это оглашать, да, Софиш? Говори теперь, что ты хотела сказать? Давай. Если было и рождение, то было бы еще лучше. Ты это хотела сказать? Не, ну если и рождение было бы еще сложнее. Не, ну мы же сегодня не ездим, допустим, сегодня хоть и не день рождения, мы же хорошо отдохнули. Не, ну если будет и рождение, подарки там Он всякие. же, ах, ну дешево, и цедешь. Лилички, а угадайте эту песню? А ну-ка, Мгм. какую там ты песню пела, вот эту вот? А ты какую? Ну почему? Ну почему? Давай. Угу. Давай. Ну почему Подойди, чтобы я они думаю о тебе и попущаюсь? Почему? Почему я думаю о тебе и покушаюсь почему? Так, далее тут, девочки, будет. Ну, тут ремонт какой. Здесь, видите, когда вставляли двери, вот что. То ну, пожалуйста, я прошу. Что я хотела сказать? Здесь двери вставляли зимой. Мне там написали, Киса, ты обещала, что это самое, что не будешь уже ремонты делать. Ну, девочки, ну доделать же нужно. Доделать-то нужно, вот это вот безобразие. Это ж как, это вставляли двери, здесь нужно, чтобы замазать хорошо, да, и поклеить обои только на эту стену. Вот только на эту стену. Все. Почему? Потому что здесь хороший, ну, очень даже неплохой пластик. Широкий, хороший. Его недавно сделали. В общем, все. Сюда я потом хочу, значит, эта шторка уберется отсюда. Сюда я подошью по размеру, померяю. То, что у бабушки сейчас висит красиво, я хочу ее сюда помыть, стены, все. Ну, это тумбочки, это вообще... Помнишь, что бабка духи дарила? Да, это я дарила? Да. О, хороший запах. Угу. Значит, друзья, что я хочу дальше? Это поменять эту шторку, будет красивая, то, что у бабушки сейчас висит. Она будет красивая. Это значит плитку эту убрать. Она меня страшно раздражает. Страшно. Светлая какая-нибудь, знаете, светлая красивая плитка. Тоже у Музаевых возьму. Светлая красивая плитка. У меня моего девера, мы часто к ним в гости ездим, вы знаете, у Беркатюпинджут. У них сын, но очень хорошо может все это делать. И он мне пообещал, что сделает, потому что я не хочу больше этот зеленый палас, это все, чтобы здесь все было белое. Светлые обои. Данжел? Говорил, что работают все. Висхань, матч, занеси, помой обязательно. А поклеить красивые обои, светленькие, замазать все, белая плиточка на пороге и все, чтобы у меня было белое. Я люблю, чтобы все было вообще. Потом во дворе плитка, ну, в общем, это все не обхватишь, но будем стараться. Знаете, будем стараться. Что ж поделаешь, все сразу невозможно сделать, но ничего. В общем, такие вот дела. Софишка помогает, да? Чай, София. Гуш моя, София. Кто-нибудь видел Софию?
Висхан, о, как лагаром, Софиш. Я положила спать. Висхан, помнишь, как мы здесь ремонт делали? Тот палас коричневый постелили на потолок, как на потолке обои мы тут клеили недавно. Их просто эмульсией пробелить, хороший потолок. Здесь тогда клеили, белили, стену эту они там. Ну, в общем, помнишь, мы здесь так, перестановка украинцев, здоров, чё? Как-то мы... Не, его сейчас убирать, простернуть. Не, не слять так, все, куз не будет, но больше ковер не будет на стене. Его простернуть, хотя он и грязный, и на ламинат потом постелить. Вот. А вот эти тюльки я хочу туда повесить, в коридор. Ну, они тоже симпатичные, красивые тоже. Вот такие вот дела, девочки. Вот еще осталось шифонер вынести, диван, все повыносили. Сейчас тут нужно полы протереть. И как бы все. И шифонер мы будем выносить. Вы знаете, как будем выносить шифонер? Мы же его таскали уже 100 раз. Чтобы полностью весь не разбирать, мы его опускаем на пол, берем длинные простыни, 2, и 2 человек с одной стороны, вот так простыни обмотали, ну поняли, да? 2 с другой стороны. И очень легко нести. А его нужно нести аж под навес. А он тяжелый, ужас, ужас какой тяжелый. Вот именно, знаете, сильно тяжелый. Бывает мебель легкая, а вот этот очень тяжелый. Вот. И мы вот его 4 будем выносить. В общем, мы сейчас пошли чайку попьем. Потом Анжела здесь протрет, шифонер вынесем, шторы эти тоже все снять сегодня нужно. Вот. Ну, завтра с утра ламинат тогда завтра. Ой, ламинат говорю. Этот, как его, линолеум. Здесь до этого были другие шторы. До этого бабушка подарила заловки их. Когда вот война более-менее успокоилась, так, ну, более-менее, я устроилась на работу в столовой, и я там очень хорошо зарабатывала. И как-то я получила зарплату, мы поехали с бабушкой. Что-то за несколько месяцев мне дали зарплату. И я тогда купила вот этот линолеум, я купила. Потом у бабушки был здесь на стене большой длинный зеленый палас. Ну, вы видели, я его под навесом стелила. И такой точно рисунок зеленый был вот там короткий, а на этой стене зеленый был длинный. Потом, ну, эти 2 паласа, 2 ковра я больших купила, а шторы я сюда купила. Ну и мебель, еще самую первую, что у меня мебель была, и тоже сюда поставили. Такая она была желтого цвета. Ну, она тоже уже свое отслужила, мы ее спалили. Вот. Потом я себе, когда купила вот эту белую, коричневую тоже бабушки. Но она еще хорошая, она и сейчас ее там можно собрать. И очень даже шифонер там у нас в комнате стоит, у меня там товар лежит. Он вообще целый, хороший, 6-дверный. А кроватью бабушка пользовалась сколько лет, и я сколько лет пользовалась. Ну, в общем, а сейчас сюда ламинат постелим. Вот. Белую тоже мебель купим, светлый ламинат. Вот этот ковер будет на полу со своей комнаты, что у меня были в спальне, тоже шторки подошьем, я сюда их оформим, и будет капитально. Шкаф-купе мне нужен, тоже молочного такого цвета, красивый, практически на всю стену, чтобы это было как бы... Он же закрытый, все аккуратный, стоит себе, и там весь все наше одеяло, подушки, все будет укомплектовано, и будет хорошо. Здесь тоже нужно вот все это позамазывать, заклеить. Ну, в общем, двери, когда меняли, все. Телевизор пока временно сюда поставили, в бабушкиной комнате. Укшуам дикам харьяр телевизор, ери. Юж тажа.
Друзья, ну вот, все, вынесли все отсюда. И там мы с супругом уже утром в Исхана отправили. Трубу тоже он наверх залез, там сверлил. В общем, я отсюда помогала. В общем, здесь труба шла, что раньше отопление было. Фух, в общем, все. Сейчас тут, конечно, очень-очень некрасиво. Так, картину еще снять. Сейчас здесь все очень-очень некрасиво, но я же хочу показать потом результат, к которому мы придем. Какая будет в итоге красивая комната, правильно? Надо, чтобы вы увидели до и после. Ну, я бы сказала, в этой комнате ремонт не делался именно полов где-то, если я не ошибаюсь. Так, подождите, это примерно... Дети еще маленькие были, где-то Анжела в 5 классе была, или в 6, чтобы вот именно тогда ламинат зацементировали, ну, своими силами это делали, поэтому пол неровный, там, видите, вмятина такая, ну, сами делали, не по уровню, скажем так, вот, поэтому, и ламинат был сверху, ну, как бы, лежал, да и лежал сколько лет, да, вроде бы, нигде не порват, мы и сейчас его убирали, он нигде не был порватый, подратый, он был целый, вот, поэтому, как сказать, а сейчас же все, занялись, и вот видите, сейчас приедут люди, которые будут заливать, сами ровный пол сделают, как стекло. И потом уже с супругом будем вместе положим ламинат. Нет, сначала пускай пол зальют, он высохнет, потом женщина придет, пускай обои поклеит, и в конце уже ламинат, чтобы потом вот эти вот плинтуса, чтобы забивать уже, чтобы уже обои были поклеены. Правильно? Чтобы сверху уже вот это вот можно было обхватить вот этим делом. Ну, в общем, все, супруг уехал в рейс, в Исхана отправили, а у нас сейчас генеральную уборку. Покушали сейчас, на обед у нас были пельмешки, все, поели пельмени, он поехал, сейчас только что, вот такие вот дела. А тут все, шторы вынесли, сейчас все это сразу простерну. Вот это вот я хочу вот это вот убрать, она меня раздражает. А вот эту померить, потом подшить, сюда повесить. Здесь будет плитка ж белая. Ну, в общем, все потом будет ясно по ходу дел. Друзья, из вас многие спрашивают показать цветы. На рынке цветы, чтобы купить. Я вам показываю. Цветочки разные. Большие букеты есть, маленькие. Очень красивые цветочки. Смотрите, какой красивый букет. Сейчас еще покажу вам. Вот. Разные бывают. Вазы нужны были, да? Вазы вот на этой стене тоже заменили. Нет, снимай, показать. Вот такие вот. Ну, в общем, кому какие понравятся, они разные есть, наличие. Маленькие есть. Светильники вот такие. Красивые. Цветочки такие вот тут под навес, да, вешают красиво. Вот такие вот тюльпаны. Ну, разные букетики. Совершенно разные. Я говорю, не выведи меня из себя, с врагами смех с собой. Ты говорила, Очень красивые. Куки? Красиво. Видите, какие красивые цветочки.
Разные поменьше, Это же у вас iPhone. чуть побольше. Это заряд. Не, iPhone у меня есть. У меня другой. Samsung сила зарядка. Вот такие вот цветочки. Вот такие. Смотрите, какая красота. Выбирайте. Мне этот сервет очень нравится. Какой? Пожалуйста. Девочки, смотрите, какие новинки привезли. Машалла. Даже для супчика можно. Это вот Я для такой себе хочу. второго, да, красивый. И большие аж такие точно. Мне за розовый цвет. Может, камера не очень передает. Вот такая вот минажница. А как она? Качество там все. Перламутровая, да? Смотрите, какая красота. Ну, девочки, здесь все в наборе. Смотрите, вот конфетница. Смотрите. Можно сюда, иди дальше. Вот для конфет. Какая красивая, да? И сюда я. Вот такая вот, смотрите. Смотри, какая красота. Горка. Вау, Маша, как красиво. Девочки, смотрите, какая красота. Вот эти мы хотим себе теперь. Ленарди качество. Английская посуда. Смотрите, как красиво. И все можно, смотрите. Минажницы, для фруктницы. Потом картошку с мясом можно. Рыбу красиво положить. Вау, Маша, как красиво. А это вот для первого можно использовать. Ой, супер, супер, супер. Мне очень нравится, очень красиво. Дальше, девочки, вот такие вот салфетки. Тряпка для евроуборки. Вот. 30 на 30, 30 на... У них размеры одинаковые, но качество немножко другое. Смотрите, здесь 5 штук. Вот. 1, 2, 3, 4, 5. Да? 5 штучек разноцветные. И вот здесь вот тоже 5 штук. Смотрите. 1 штучка, 2, 3, 4, 5. То есть и там одинаково. Только разница в цене. 250, 350. Но они и так, видите, они мягче. Они, ну, конечно же, эти лучше. А так для уборки они вот и тумбочку вытирать, окна натирать, там мебель какую-то вытирать, да. Для посуды можно оставить. То есть очень-очень хорошие тряпочки. Все они есть у нас в наличии. Очень хорошее качество. Дальше, девчонки, вот такие вот полотенчики. Дни недели. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Смотрите, в одной упаковке, девочки, 4 штучки. Видите, 1, 2, 3, 4. То есть 4 штучки в упаковке. Смотрите, одно полотенчико стоит 150 рублей. Вот смотрите, если 7 и 4, 7 вот этих штук, 7 по 4 это 28. Люди часто берут прям комплектами, потому что дочерям своим дают, там, бабушкам, я не знаю, мамам, что берут и на подарки, да, вот, например, вы можете 2 вот так себе оставить, а 2 кому-то подарить. Либо из этого взять, так, киса, можете сказать, нам, пожалуйста, 1 понедельник, 1 вторник, 1 среда, 1 четверг, 1 пятница, 1 суббота, как вам угодно. Вот так вот это вот на крючке висит. Вот такая вот красота, девочки. Это вафельное полотенце. Это просто супер классное полотенце. У них качество очень хорошее. Вот такие вот дни недели. Посмотрите, красивые. Разноцветные. Можно брать по 2 штучки. 2 таких, 2 таких, 2 таких. В общем, одно стоит 150 рублей. Чтобы вы знали. Но комплекты и правда очень-очень красивущие. Девчонки, начинаем с такого обзора. Смотрите, опять пришли полотенчики. 6 штук. Значит, 2 баня, 2 лицо и 2 руки. Очень хороший комплект. Вот есть синие цвета, синий с белым, а есть красная. Девчонки,
Вот такие вот наличия. Снова пришли полотенца, подарочные наборы. Смотрите, в наборе 6 штук. Вот два идет 170 на 40. Девочки, ну вот так вот, смотрите, они еще длинновастые, они могут и на спинке. Кто захочет, может и на спинке вот так одеть. Ну вот такая вот, смотрите, красивая расцветка. Оно все упакованное, оно все выровняется. Очень красиво смотрится. Анжелик, покажи еще дивандейки, покажи именно, какие они большие на кресло даже. Смотрите, две, которые идут на кресло. Вот, они очень большие, понимаете, поэтому у кого диван трой, у кого даже есть такое, что диван, еще есть двойка диван, то свободно пойдет даже на мини-диванчик, понимаете? Вот две такие прям большие. Это даже больше, да? Да. Вот. Одинаковые. Нет, две на кресло, они одинаковые, а которая на диван, она большая. Да. Ну, в общем, вот такая вот красота. Посмотрите, девочки. На кресло и на диваны просто отличная вещь, девчонки. Отличная. Вот так. Угу. Ну вот на креслах это очень. Были бы у нас в доме. У нас просто нету кресел в доме. Там одно, но оно не такое. Это на мягкий. Ну вот со спинками нужно, чтобы диван со спинками кресла, вот как под навесом у нас. Вот там вот хорошо пойдут они, да? На мягкие, на спинке. Как красиво было, да? Нам можно было зеленые, да, заказать там такие под цвет. Под навес. 2 комплекта купить в одинаковых цветах. Было бы красиво очень. Красота. Ну, слаживай, Анжела, ты убирай. Я хочу еще диван показать. Еще раз диван покажу. Убирайте пока. Это с кресел, которые идут, девочки. Вот на диван. Смотрится это, конечно же, классно. Когда застелить аккуратно. Даже можно было чуть поднять еще вверх. Ну, это уже, как говорится, на любителя. А так это смотрит. Просто они еще длинные, они еще на спинке одеваются тоже. Мы просто здесь завернули, видите? И там хорошо завернули. А так они еще одеваются на спинке хорошо. Вот с оборочкой. Это такой цвет, как мокрый асфальт, да, Жол? С серебром. Как бы больше даже синий санек, все не серый. Ну, как синий, да, такой вот цвет. А если свет выключу, его видно будет интересно? Ну, вот видите, такой цвет, да, у него. Ну, это как бы больше как синий, не серый. Синий, как бы с серебрянкой, да, что ли, вместе. Ну, очень красиво. Вот его цвет настоящий, скажи. Угу. Видишь, что его цвет? Да, да. Девочки, это вот этот цвет, который мы сейчас будем показывать. Который мы показали, был вот этот цвет. Теперь вот этот. Он как бы серый с зеленым, да, он уже идет как-то вот. Вот если этот голубой, видите, что мы сейчас показали, вот его цвет, то здесь вот такой Ну, вот. цвет. Да, серый с зеленым. Вот и на диван тоже то же самое. Смотрите, как вот прям, они вот прям такие блески дают, прям красиво смотрят. Анжел, ты дивандейки тоже положи, ну, то есть не дивандейки, а на кресло, которые. В общем, очень-очень красиво смотрится. И тоже они, видите? Вот таким образом. Угу, да, можно так, да. Угу. То есть расцветка у них очень-очень красивая. У всех богатые. Вот 3 варианта. И прям такие богатые расцветки, девочки. Прям вот где-то какой-то блеск присутствует. Вот знаете. Ну, классно вообще смотрится. Смотрится очень красиво. Анжела, если выключить свет. Угу. Вот так вот цвет лучше выглядит. Естественно, виден этот цвет. Да, вариант. Красиво смотрится. Да, да. Вот это его настоящий цвет. Такая вот красота.